Все внимание сюда. Я бы хотела попросить, дорогие наши дети, дорогие наши юные будущие исследователи, мы рады вас приветствовать. Мы где находимся? Знаете, где мы находимся? Молодцы! Мы находимся в штабе общественной поддержки. И для нас сегодня замечательное событие, которое мы очень долго ждали. Я хочу представить вам нашу уважаемую Кристину Ивановну Тисовскую. Прошу, идите жалко. Это человек-легенда. Это один из главных хранителей истории нашей Якутии. Много лет руководит юными следопытами. Руководитель музея имени Келли-Пелли 26-й школы. А вот наши юные следопыты. Давайте их тоже поприветствуем. Сегодня мы собрались в преддверии какого знаменательного мероприятия? Кто мне скажет? Молодец. Представьте, вас как зовут? Роберт Николаевич, молодец. Завтра мы отмечаем самый сердечный, самый главный праздник человечества. Это День Победы в Великой Отечественной войне. Давайте поздравим друг друга. Наше торжественное мероприятие начать с гимна Российской Федерации. Прошу всех встать. Наших уважаемых ветеранов, присутствии юных следопытов, разрешите вручить благодарственное письмо председателя Постоянного комитета Государственного собрания Ильхимен Республики Саха-Якутия по науке и образованию, председателя Постоянного комитета Антонины Афанасьевны Григорьевой вручается Чусовской Кристине Ивановне за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие музейного дела в Республике Саха-Якутия. И как раз к нам подошел наш уважаемый Аян Ильич. Я вот сейчас только хотела сказать несколько слов, как работает музей школы номер 26. Это трехкратный победитель Дальнего Востока, трехкратный победитель Российской Федерации. Музей — это все, конечно же, благодаря нашим юным следопытам, конечно же, благодаря руководителю, директору школы Аяну Ильичу и нашей уважаемой Кристине Ивановне. И разрешите сейчас предоставить слово директору школы. Проводится такое мероприятие. Конечно, как уже было сказано, ребята, наш школьный музей, конечно, он добился больших достижений на федеральном уровне. Наш музей уже знают. Конечно, это благодаря, конечно, вот такой наставнической работе нашей уважаемой Кристины Ивановны Чусовской. Давайте поаплодируем нашему школьному музею. Безусловно, огромная работа была проведена, и, конечно, вот наши ребята, вот уже выпускники нашей школы, вот, в течение последних, вот, ну, скажем так, да, активно эта работа велась. Скажите, пожалуйста, с какого года вот у нас это, с 21 или 20 года, да? Вот? 20-го года. Да, с 20 года у нас пошли вот наши достижения, и, конечно, вот мы настолько вот рады, вот, то, что вот наш школьный музей стал флагманом именно вот
музеев, городских школ. И вот даже вот в связи с этим вот мы на той неделе проводим в стенах нашей школы большое совещание именно руководителей школьных музеев вот, нашего города, и где мы поделимся нашим опытом. Я вот тоже бы хотел, чтобы наши ребята там выступили, стали, можно сказать, как стали экскурсоводами по нашему музею. Ну и, конечно, вот, ну что хочется сказать. Ребята, завтра главный праздник нашей страны, День Великой Победы. Вот. Призываю вас, ребята, всех завтра посмотреть по телевизору парад на Красной площади. Это очень замечательное, грандиозное мероприятие. И, конечно, накануне праздника мы отдаем дань уважения участникам войны, ветеранам тыла, детям войны, вот людям старшего поколения, нашим прадедам, нашим дедам, нашим отцам, которые стояли у истоков этого великого дела. Всех хочу раз поздравить еще раз с наступающим Днем Великой Победы! Ура! По направлению федерального проекта «Историческая память», вот в рамках которой у нас побежала 3 раза школа номер 26. Молодежное направление руководит руководитель у нас сегодня в гостях. Егоров Тимур Аркадьевич, он же является исполнительным директором «Волонтеры Победы», он же студент исторического факультета Максима Кировича Амосова Северо-Восточного федерального университета. Вот. Также является руководителем молодежного крыла федерального партийного проекта «Историческая память». Поэтому вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники значимого для всех нас мероприятия, уважаемая Кристина Ивановна, Самара Александровна. В первую очередь поздравляю всех с наступающим Днем Великой Победы, 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Великая Победа занимает особое место в жизни каждого человека в нашей стране, в жизни каждой семьи нашей страны. И, конечно же, наша святая обязанность, наш святой долг бережно хранить историю о Великой Отечественной войне, в целом историю нашего народа-победителя. И мы с вами прекрасно помним и будем помнить всегда о подвиге нашего народа, о подвиге наших дедов и прадедов, которые они совершили в этой войне. И бедствия, которые принесла Великая Отечественная война и Вторая мировая война в целом всем народам, включая сам немецкий народ, оказали на самом деле настолько значимую и великую, как сказать, влияние, внимание для народа, что послужили серьезной прививкой от повторения подобных событий. И сейчас нынешнее положение в нашей стране, это положение требует от всех нас большой сплоченности, от всех нас требует того, чтобы мы вместе боролись с исторической фальсификацией, чтобы такого больше, конечно же, в нашей стране не повторялось. И каждый народ нашей страны необходимо приложить большие усилия по сохранению памяти о войне, по сохранению исторической памяти о героизме нашего народа. И, к сожалению, сейчас все меньше и меньше среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, свидетелей, которые хранят в себе историю Великой Отечественной войны, которые сами являются трансляторами Великой Победы. Ребята, сейчас у меня к вам вопрос. Знаете ли вы, сколько сейчас у нас осталось в республике ветеранов Великой Отечественной войны? Примерное количество, как вы думаете? К сожалению, их с каждым годом все меньше и меньше, и сейчас у нас ветеранов 13 ветеранов Великой Отечественной войны. Участников? Да, участников Великой Отечественной войны. 13 человек по республике, да? Да, по республике. 10 из них проживают в городе Якутске, и 3 ветерана в улусах, это в Нерюнгринском улусе, в Ленском улусе и Тампонском улусе. И всем им уже, конечно же, много лет. В этом году мы отметили столетие 2 ветеранов. В январе одному ветерану 100 лет исполнилось, недавно, 8 марта, Науму Трифоновичу 100 лет исполнилось. И все они сейчас
с большой силой, скажем, с молодой энергией. Все они буквально, мы вчера и позавчера поздравляли наших ветеранов, наших участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Поем двору». И все они вместе с нами танцевали, пели. Они все прекрасно видят, слышат. Они прекрасно связно говорили, вот, что удивляет. Меня самого очень сильно это поражает. И огорчаюсь сам тем, что я не забыл спросить у них, в чем секрет долголетия. Потому что они настолько прекрасно себя чувствуют. Они прям... Наум Трифонович, вот история вспомнилась, он танцевал вместе со своей дочерью вальс во время концерта, во время акции «Поем двору». А не там Победа, который принимал участие. Тоже Наум Трифонович. Он является мастером спорта, да? Он является шахистом, шахматистом. У него вообще мозг и ум работают, скажем, даже лучше нас. Это очень сильно поражает, удивляет, скажем. И сейчас вот действительно в первую очередь нашей вот целью является, наша вот обязанность является забота о наших ветеранах. Мы должны заботиться и не забывать о них вообще не на каждый день, не забывать не на каждый день, помогать им во всем, что мы и делаем, и дальше будем так помогать всем нашим ветеранам. И далее хотелось бы выделить ключевые ряд актуальных направлений, в которых мы должны работать. Вот забота о ветеранах. Также мы должны собирать и сохранять архивные документы, работать, чтобы история не забывалась. Конечно, эта работа сейчас ведется, но мы должны работать в этом направлении еще сильнее, еще больше. Работают и историческая память, в рамках нас, волонтеров Победы, есть отдельное направление «Моя история», в рамках которого тоже изучается и восстанавливается семейная история, семейное древо. Также мы должны в данное время противостоять попыткам фальсификации истории. Сейчас, к сожалению, такое время, когда разные политические силы переписывают историю в свою пользу, и мы все прекрасно знаем и помним историю, и мы должны противостоять этой фальсификации. И, конечно же, главной нашей святой обязанностью является транслировать великую победу, не забывать о победе в Великой Отечественной войне и передавать это нашим уже детям, внукам из поколения в поколение. И еще раз поздравляю всех вас с наступающим великим праздником Днем Победы. И сегодня с открытием передвижной выставки, с открытием прекрасной выставки «Никто не забыт, лишь не забыто». Поздравляю Кристину Ивановну, и от имени волонтеров Победы Якутии хотелось бы вручить небольшой наш, скажем, презент. Тимуру Аркадьевичу благодарны очень. И сейчас, совсем буквально через несколько минут, мы приступим к самому главному событию. Да? Это открытию нашей выставки. И я хочу озвучить одну важную тему, уважаемая Кристина Ивановна. Прошу вашего внимания. И всех ребят, которые здесь сегодня у нас принимают участие. Да? Федеральный партийный проект «Историческая память Республики Саха-Якутия» до 26 мая сегодняшнего дня в рамках открытия передвижной выставки «Никто не забыт, ничто не забыто» объявляет конкурс «Лучший следопыт среди школьников республики» по теме Великой Отечественной войны. Награждение мы проведем 1 июня в этом зале. И мы начинаем открытию передвижной выставки «Никто не забыт, ничто не забыто». Слово предоставляется Это мы,
в борьбе за светлое будущее нашей Родины. Будьте готовы! Всегда готовы! Уважать, помнить великие дела старшего поколения. Будьте готовы! Всегда готовы! Выступает командир ПИК «Красный следопыт» Айтал Савинов. Внимание на презентацию. Выступает Айтал Савинов. Здравствуйте, меня зовут Айтал Савинов, и хочу сегодня вкратце рассказать о моем докладе. Актуальность. Во время Великой Отечественной войны всего пропали 200 и попали в плен больше 3 миллионов солдат. Из них более 7 тысяч путян. С каждым годом число найденных солдат растет, потому что сейчас открыты многие архивы и интернет-ресурсы, позволяющие вести поиск солдат по архивным документам. Цель моего доклада – раскрыть деятельность ПИК «Красный следопыт». Дальше. Наш музей был основан в 2007 году. Проекты нашего музея: поисково-исследовательский клуб «Красный следопыт», киностудия «Следопыт» и клуб экскурсоводов. Заведующая музеем Чистая Кристина Ивановна. Наш поисково-исследовательский клуб работает с 2014 года. Основные задачи клуба «Красный следопыт» являются: поддержка сохранения связи с ветеранами тыла и детьми войны, работа по выявлению и получению информации о боевых путях, вывести пропавших солдат из путей во время Великой Отечественной войны. С 2014 года следопыты нашего клуба выявили судьбу более 15 солдат, пропавших без вести. Как ведется наша поисковая работа? Берем заявки о пропавших у знакомых или учеников, ищем по поисковых сайтах, форумах информацию, даем запросы Министерства обороны, пишем российское поисковое движение «Поисковые клубы». Полученную информацию передаем родственникам. Хочу сегодня перечислить имена тех солдат, кого мы нашли. Абутов Иннокентий Павлович – это мой прадед. Я его нашел с помощью поискового клуба «Кубанский рубеж» и благодарю директора клуба Льва Николаевича Кравченко за боевое донесение. В 2019 году я отнес родную землю прадеда на его могилу. Баишев Егор Семенович, Тарасов Филипп Савинович, Иванов Пантелеймон Тимофеевич, Васильев Иван Иванович. В прошлом году я принял участие в поездке по программе «Музейный десант». Мы посетили исторические места, музеи, также были на озере Уйме. Мы также встречались там с поисковиками, школьниками, посещали музей. 9 мая возложили венки и цветы к памяти воинам якутянам, павшим во время Великой Отечественной войны на озере Ильме. В нашем музее работает киностудия «Следопыт», фильмы киностудии, на вечной памяти народной, живая память поколений, письма с фронта, посвящаются воинам, участникам войны, ветеранам тыла, детям войны. Оцифровка исследовательских проектов ПИК «Красный следопыт». Впервые полная информация о всех найденных воинах якутян и фильмы, снятые киностудией «Следопыт», мы разместили на сайте школы. Здесь вы видите ссылку и на сайт QR-код, на видеохостинге YouTube, в российской социальной сети ВКонтакте. Также точные данные найденных нами воинов размещены в портале «Память народа». Например, данные о моем прадеде выглядят так. Все за внимание. Перед вами фотогалерея участников Великой Отечественной войны Центрального округа. Здесь выставлены полные фотографии. Личные документы, такие как медали, ордена, ясно, карбон, баян, аккордеон, часы, карманы, блокадный паёк. Тут вы найдете много литературы, газет, книг о войне, героев, пионеров. Выставлено обмундирование советского солдата. Китель, гимнастерки, пилотки, шаровары, сапоги берцовые, хромовые, офицерские. Привлекает внимание макеты оружия, такие как ППШ, автомат, еще винтовка Мосина, трехлинейка 1891 года выпуска, пистолет ТТ-2, командирский планшет, военный вещмешок, медицинская сумка с набором санитара. Вот самый уникальный трудный экспонат форума пропавших фронтовые письма сержанта Гаврила Нурбасова. Он в 41-е и по 44-е года постоянно писал школьникам в семье письма, наполненные верой, надеждой и любовью. Вся его военная корреспонденция бережно сохранена в очень Кристине Гавриловне, хранятся в семейном архиве. Несколько пожелтевших писем она отдала нам в хранение в музей.
Всего сохранилось 37 фронтовых писем. Письма просто сложены в треугольнички с указанием почтового адреса. 8 сентября 1944 года сержант Гавриил Дарбасов бал смертью правды от вражеской пули. 2 мая 1945 года, миг торжества победы над врагом, каждому воину хотелось оставить свой автограф на стене главного штаба фашистского мракобесия, но нигде живого места не было. Ни на брошенной пламенной стене, ни на массивных серых колоннах небесной канцелярии. Но все же острие еще не остывшего осколка героя Советского Союза Николай Чусовской четко вывел Чусовской из Якутии. На гранитной колонне рейхсканцелярии, а автографе от России Донского были и мы из Якутии Донской, Чувашии Коннов, оставленные на колонне Рейхстага вместе с однополчанином Конновым, украшал учебники советского периода плакаты «Баннеры Победы». В феврале 22 года началась СВО в Украине. Якутяне гордятся земляками, героями России. Это Александр Колесов, командир якутского добровольческого отряда «Контур-1» батальона БАРС-2. Алексей Неустроев Алексеев из экипажа легендарного танка Т-80 «Алеша». Игорь Чуркин, Николай Соболев, обладателю 2 и более орденов и медалей. И Дмитрию Егорову звание Героя России было присвоено посмертно. С его отцом Николаем Алексеевичем Густич и с участником СВО Давидом Малеевым мы встречались на художественных торжествах. Электросварщик Удачевского блока компания «Уроса» Николай Евдокимов, участвующий в СВО, удостоился звания Героя России. Об этом 24 апреля объявил глава республики Арсений Николаев. И рядовой Радимир Максимов, уроженец Этык-Фиель, был награжден медалью за отвагу и представлен к присвоению звания Героя России. Наша Якутия активно и успешно участвует на всероссийском проекте «Партия Героя». Во многих школах на сайте «Партия Героя» на партии размещается биографическая информация о герое и его подвигах. Для визуального оформления используются личные фотографии героя и наград. В юности добыто множество лет в победу пишет письма солдатам, свои чувства, переживания и наилучшие пожелания. И пишет письма солдатам, пусть будет мир на земле, нет войне. Постарела мать за 30 лет, а вестец нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеяться? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село мальчиков без уст пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и старый, и малый, кто познал войну, кто не знал. Перед памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок!» Словно сына послышался. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить.
снова он бежит. Жив, здоров, ни ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее, но слышит нет. Дома все и чудилось кино. Все ждала, вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее своим. Кто знает песни, припев, поможем, да, девушка? Погромче сделайте музыку. Текст «Рассказывайте правду о войне», Дичковская, Левуяна, 3 Д класс. Петр Колькин, рассказывайте правду о войне. Рассказывайте правду о войне. Она у нас особенно в цене. От гласности не прячьте, не скрывайте, и вспоминая об обетном дне. Всех павших поименно называйте, рассказывайте правду о войне. Как босиком ходили по стерне, и колоски детишки собирали, как на вокзалах тихо умирали, в бреду о неразысканной родне. Рассказывайте правду о войне, о Бресте, Сталинграде, о Днепре, о том, как тяжко было Ленинграду, как фронт второй мы ждали, как награду, как хоронили мертвых по весне. Рассказывайте правду о войне, о дружбе наций, танковой броне, что отливало труженика тыла, о партизанских рейдах и могилах, о вдовье доле, горьком трудодне. Рассказывайте правду о войне,
Отряд, равняйсь, смирно, в борьбе за светлое будущее нашей Родины. Будьте готовы! Всегда готовы! Уважать, помнить великие дела старшего поколения. Будьте готовы! Всегда готовы! Подростковый исследовательский клуб, подростковый патриотический клуб, вот создано, ребята, вот в 2015 году. Вот с этих времен вот уже 3 выпуска школьников музейного актива окончили. Вот первые вот красные следопыты, они вот начинали вот, когда еще живые были ветераны, на дому ходить, они фильмы снимать. Вот эти фильмы, которые вы видели, это все, они снимали. Даже кинофильмы они играли сами артистами, это семиклассники были, да? Так, и у нас сегодня вот родитель выпускника Зиновьевич. Вот. Она вот, он до сих пор сотрудничает с нашим музеем, хотя вот Артемий уже окончил высшее учебное заведение и работает. Вот эти выпускники. Так, они вот, значит, много вот о выпускниках, о участниках ветеранов Великой Отечественной войны память делали, фильмов много снимали. Так, и вот эти фильмы уже хранятся вот, госхранилище вот, Республики Саха-Якутия. Вот сейчас покажем вот один фильм. Люди мира на минуту встаньте. Слушайте, люди со всех сторон. Это раздается в байке. Все поют. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилась Диадема. Сотни тысяч заживо сожженных строится в ряд, интернациональные колонны. С нами говорят, слышите, кому не разданы. Это не бросание врага, это их атомные отряды. Стонет океан, тихий океан, это стонет тихий океан.
сил на суше, на море и вод. Сегодняшнего нашего мероприятия почетному работнику образования Российской Федерации, отличнику образования Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Булутского района Егорову Сергею Даниловичу. Добрый день, уважаемые ветераны. Добрый день, наши воспитанники, обучающиеся военно-патриотических клубов 33-й школы, 26-й школы. И добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите от имени республиканского штаба общественной поддержки поздравить вас с наступающим Днем Великой Победы. И в преддверии этого праздника вот мы сегодня для себя усвоили такой багаж знаний передвижной выставки на тему «Никто не забыт, ничто не забыто». Очень содержательное занятие мы услышали, и это передвижная выставка проведена в целях привития и сохранения лучших традиций духовно-нравственного воспитания и привития и сохранения военно-патриотического воспитания, включая все мероприятия военно-патриотического воспитания, в том числе и поисково-спасательные спасательные работы. Ну, как вы все знаете, у нас в школах общеобразовательных, муниципальных школах города Якутска немного музеев. И в 9-й школе, Саха-гимназии, национальной гимназии, технической школе, и одним из случаев считается 26-я школа. И разрешите поздравить заведующую Кристину Ивановну с успешным проведением передвижной выставки. И желаем всем успехов учащимся, успехов в учебе, остальным мира, счастья и здоровья. Спасибо. Я сама являюсь координатором федерального партийного проекта «Историческая память Республики Саха-Якутия». Наши филиалы работают во всех районах нашей республики. В наших рядах очень много исследователей, научных исследователей, историков, краеведов, молодежное крыло. И самое главное, вот наше будущее, да, на что мы надеемся, что наше будущее в самых надежных руках, это, конечно же, юные следопыты. Это каждый из вас. Мы сегодня стали свидетелями десятилетней работы наших ребят школы номер 26, как один из лучших примеров в нашей республике и в Дальнем Востоке, в Дальневосточном федеральном округе. Давайте еще раз выразим свои слова благодарности нашими аплодисментами. И данная передвижная выставка будет стоять до 1 июня.
Поэтому передайте, пожалуйста, всем своим друзьям, всем своим одноклассникам. Вот. И в этот знаменательный день от имени федерального партийного проекта я хочу вручить благодарственные письма юным исследователям, юным следопытам школы номер 26. Имею честь вручить благодарственное письмо юному следопыту ПИК «Красный следопыт» МОБУ СОЖ 26 имени Келли Пелли Савинову Айталу, ученик 9 класса, командиру отряда. Винокурову Павлу, ученику 7 Е-класса. Ой, вы так хорошо поете, молодой человек. Я думаю, мы вас будем приглашать. Рядом встаньте. Дарственное письмо Евгении Слепцовой, ученице 5 Е-класса. Вы спели песню «Авам Сурумтара». Это песня, легендарная песня Ольги Петровны Ивановой-Сидоркевич. Она написала еще в школьные годы, будучи маленькой девочкой. Она очень любила своего отца. Это мы, ангинцы, очень гордимся Ольгой Петровной. И сегодня вот до глубины сердца тронула вашей песни. Спасибо. Письмо вручается Яромиру Матвееву, ученику 5 Е-класса. Круглый организатор, молодец, как рассказал экспонаты, самый главный человек, всех объявлял. Молодец. Правая рука, да, Кристины Ивановны. Сандару Харитонову, ученицу 5 Е-класса. Молодец. Молодец, умница моя. Так, давайте. Ларионова, ученика 5 Е-класса. Давайте сюда. Ну, чтобы всем место было, да? Молодцы. Молодцы, мои хорошие. Я приглашаю, вручаю благодарность Дичковской Нюргуяне, ученицы 3 Д-класса. Ой, умница моя. Ой, спасибо за твое выступление. Посередке, да? Посередине. И приглашаю Марата Гуляева, ученика 3 Д-класса. Ой, вот это было. Спасибо, Марат. Я хочу попросить встать и объявить минуту молчания в память наших прадедушек, которые отдали свои жизни ради нашего светлого будущего. Ребята, минута молчания ученикам, которые вот сегодня приняли участие, да, вот, присоединяйтесь к нашей работе. Мы здесь, в 405-м кабинете, всегда будем рады. Следопытская работа предстоит очень большой объем работы. Да? С каждым годом все дальше все уходит, поэтому нам нужна ваша помощь. С днем, наступающим днем Великой Победы! Ура! Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю, хоть и мне 25. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.